Реви свою Украину. Ты меня не снимай, ты дура, что ли? Свет, не трогайте меня. Я сказала, я тебе дам славу Украине, пока тебе из бошки не открутили. Какая слава Украине? Ты, гребаный националист, ну греби отсюда. Куда? Позорище, позорище. Куда? Ты живешь в России, жрешь российский хлеб, и ты Украине говоришь слава? Да. Ты бессовестная, просто бессовестная, понимаешь ты? Тебе надо сдать, действительно, пойти в полицию, написать заявление. идите на меня, напишите Ты заявление. бессовестная. Напишите на меня Чего заявление. ты делаешь в России, скажи мне, что делаешь в России? Я живу. Если бы не ввели туда войска, ты прекрасно это знаешь, это вся война была бы у нас здесь уже в России. Да, Не давно. была бы. Была Как бы. вы себе представляете нападение безъядерной Украины на ядерную Россию? Объясните мне. Да ты смеешься, что ли? Ну, Давай, расскажите я мне. тебе сейчас скажу. Войска, НАТО. Что такое НАТО? Вы даже не знаете, что такое НАТО. А ты Скажите. знаешь вообще, что такое вообще Россия? Ты знаешь, что это такое? Ну, странно. Столько крови пролито за Россию, и ты позоришь, ты просто позоришь Россию. То, что тем даже, что ты живешь ты здесь. Хорошо. Ты бессовестная, понимаешь ты? У тебя нет совести. У тебя нет понятия, что такое Родина. Украине, Слава, ну вали в Украину. Там мы будешь, зэкой будешь ходить. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 17 марта 2023 года, пятница. Я начинаю подводить итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайв и YouTube с ретрансляцией в Vimeo и мой аккаунт в Твиттере. Я также рекомендую вам подписываться на меня в Твиттер, Мастодон, Reddit. На этой неделе, кстати, попытались кинуть страйк на Сотник ТВ Лайв, на наш запасной канал, там 70 с чем-то тысяч подписчиков. Я написал апелляцию, и предупреждение волшебным образом сняли. Но ситуация в YouTube все равно очень тяжелая остается. Просмотры скручивают, подписчиков отписывают, лайки снимают. В общем, прикручены все гири и скрипты, какие только, вредоносные, какие только возможно. В общем, все стало еще хуже, чем месяц назад. Dailymotion, кстати, на мою апелляцию по поводу сноса аккаунта не отреагировал от слова совсем. И насколько я понял, этот вопрос для них закрыт, и мне, в общем, остается только развести руками и посоветовать вам снести к чертям собачьим это приложение и поставить ему соответствующую оценку. Не хотят меня видеть на этом хостинге, слушаюсь и повинуюсь, меня там не будет, не впервой. В Киеве 19 часов 3 минуты, мы в прямом эфире, работают суперчаты в YouTube-каналах и ресурс Кофе, куда вы можете присылать свои реплики, комментарии и вопросы, если хотите услышать, конечно, их в эфире. Ближе к финалу я их прочту, как всегда. Ну а начал я с урока патриотизма, такого подъездного патриотизма от скрепной бабки в скрепном пещерном подъезде. Вот никто и никогда ни в Литве, ни в Словакии мне не говорил, что я обязан быть благодарен стране и не имею права и не смею высказывать никакой критики в адрес властей. При этом патриотизм что в Литве, что в Словакии имеется в наличии, присутствует. Вот только зиждется он совершенно на другом. Тут нет таких упоротых от мания величия, да? И пропаганды такой тоже нет. Здесь патриотизм как раз выражается в том, чтобы сделать страну, свою страну лучше. Твоя страна, сделай ее лучше, будь патриотом. Патриотизм не в том, чтобы разрушать соседние страны, да, убивать соседей. Патриотизм в том, чтобы дружить с соседями и при этом улучшать свою страну, чтобы в ней было хорошо и комфортно жить, чтобы она стала еще привлекательнее в сравнении с другими странами. Вот это патриотично. А то Z-извращение, которое культивируется сегодня в пещере, это просто предмет для изучения специалистов в области психиатрии. Целая страна маньяков. И ведь я ж не преувеличиваю. Вот вам еще один организм, искрящийся от Z-величия. Там есть много работы. За это не платят, понимаете? Это, по зову сердца все, конечно, я надеюсь. Вот что такое патриотизм? Да, мы сегодня патриотизм. А это не просто слово, как тоже многие сказали. Я не знаю, я его чувствую прямо я свечусь буквой Z, мне кажется. У меня нет ошибок пока.
Но я сама как буква Z, Ви и О, зов сердца к победе. Ребят, я прям чувствую каждую минуту взрывы, понимаете, мне в ухе отдается. И мне бы очень хотелось, вот, чтобы патриотизм, да. А потом вот такие светящиеся Z-организмы искренне удивляются, за что их так гасят в Украине, чтобы не светились, чтобы не отсвечивали. По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 марта 2023 года рашисты потеряли уже 163 320 организмов похорошевшими, 3506 танков, 6823 бронемашины, 305 самолетов, 290 вертолетов. Ну и как всегда в начале нашей программы я предлагаю вам посмотреть короткий видеоотчет о событиях на украинских фронтах за последние сутки-двое. Как всегда этот сюжет мы даем без комментариев. Це війна, войнушечки граємо. Опа, 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 що це воно горить? Горить! Это была хроника войны за последние двое суток. Я напоминаю, что вы смотрите итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайв в YouTube с ретрансляцией в Vimeo. Работают суперчаты на YouTube каналах и ресурс Кофи, куда вы можете присылать свои реплики, комментарии и вопросы. В Киеве 19 часов 8 минут, в Братиславе 18:08, мы в прямом эфире. И одна из важных новостей сегодняшнего дня. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Международного суда, об этом сообщили BBC. Помимо ордера на арест диктатора, был также выдан ордер на арест еще одной деятельницы, уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ну, понятно, что дело касается незаконного перемещения, депортации в Россию украинских детей, но по факту их похищения путинскими силовиками. Ну вот, собственно, и все. Путин не выездной. Никаких ему больших двадцаток, больших тридцаток, больших семерок, восьмерок нет. Ему теперь только большой пожизненный срок светит, и ничего больше. Охота на диктатора-уголовничка началась. Но, честно говоря, лично у меня нет такой особой надежды на то, что он предстанет перед трибуналом. Такие до суда не доживают. Есть еще несколько важных моментов в этой истории, в этом решении, о которых нужно упомянуть. Это удар, конечно, по имиджу Путина среди братвы, потому что преступление против детей, это прямо, даже среди братвы, фу-фу-фу.
своеобразное, а для братвы это своеобразное приглашение, предложение сдать по добру, по здорову этого плешивца-уголовничка, как стеклотару, не усугублять положение. Братва и так в стесненных условиях очень, как говорится, пахнет крупным шухером, да? И не усугублять и завершать это глобальное противостояние. По принципу, чем раньше сдадим, тем меньше нам самим дадут. Ну и недаром это сделано только сегодня, именно сегодня, перед скорым визитом товарища Си. Это читается именно как предупреждение. Как предупреждение. Смотрите, дорогие китайские товарищи, смотрите, кому вы пожимаете крагу и кому вы лыбитесь в прищур. Смотрите. Как бы вам не запачкаться с такими рукопожатиями. И хотя Китай не признает Римский статут, я уверен, это решение было озвучено именно сегодня неспроста, а с учетом грядущих политических событий и, конечно, визита Си Цзиньпина. Кстати, конюшня уже простучала копытами и отфыркалась. Решения Международного уголовного суда для РФ не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, заявил МИД РФ. Ну, естественно. Куда уж Международному уголовному суду до суда Басманного. Вот где право-то торжествует и подмигивает всеми косыми зенками Фемиды. В общем, многие подозревали, что однажды такое может случиться, чисто теоретически. Но что это произойдет вот так прям реально, по-настоящему, прямо сейчас, ну, мало кто предполагал. И, ну, не как гром среди ясного неба это прозвучало, конечно, но весьма для многих неожиданно. Я думаю, что братва сегодня пребывает в некотором замешательстве. Никогда еще глава России не объявлялся в международный розыск. Как уголовник. Путло уникум. Вообще вопросов больше нет. Вот комментарий генпрокурора Украины Андрея Костина. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку. Вот то, о чем я говорил. Да? И садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный, и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Конец цитаты. Ну, конечно, отметилась и пропагандистка Симонян, которая сразу перешла к пеплотряске, без лишних эпитетов. Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через 8 или сколько там составит подлетное время до ее столицы, написала она в своем телеграм-канале. Ну вот что она еще может сказать? Только хамство предъявить, больше ничего. Кстати, она еще предъявила свою собственную тупость. Если будет бомбежка столицы государства, где арестуют Путина, так Путину тоже ведь кранты тогда. Если это имеется в виду ядерное оружие, да? Ну, Путину тоже кранты. То есть ты предлагаешь Путина забомбить? Ну давайте, я не против забомбить Путина, только давайте без окружающих. Или только его близкий круг. Фашистка Львова Белова об ордере Международного уголовного суда. Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны. Конец цитаты. Эта циничная особь попросту не верит, что потом будет здорово сидеть пожизненно. Но ничего, поверить придется. Не сейчас, позже, в камере. Вот тогда реально поверишь. Еще стало сегодня известно, что у главаря Дыныры Дениса Пушилина сдулись надежды на победу, и поэтому вояка приобрел недвижимость в Бразилии с нехилой площадью в 550 квадратных метров. Кстати, в бразильских реестрах Пушилин значится как гражданин Бразилии. То есть, правильно ли я понимаю, что на одну дикую обезьяну в Бразилии стало больше? И именно теперь вот бразильская обезьяна возглавляет Дыныры. Любопытная метаморфоза.
Это я не в адрес всех бразильцев, просто я отсылаю, где очень много диких обезьян. Вот в этом смысле. Я-то думал, кстати, что грешным делом думал, что этот Пушилин в Ростов ломанется, как истинный любитель русского мира, а нет. Но я подозреваю, что украинский Моссад, который обязательно будет создан, он достанет эту обезьянку Чепушилу даже в разгар бразильского карнавала. Ну, в целом, Пушилин-то знает, к чему дело идет. Чувствует же Хороняка. Оно идет к наступлению ВСУ, который и станет переломным моментом в деле возвращения территорий Украине к границам 91 года. Да. А теперь еще к охоте международного правосудия за Путиным. И не только за ним. Это только начало. Это только начало. К переломному наступлению готовятся и ВСУ, и, собственно, рашисты. И об этом мы говорили на этой неделе в программе «Обратный отсчет», фрагмент которой я предлагаю вам посмотреть прямо сейчас. США активно готовят ВСУ к весеннему наступлению и называет два варианта хода событий. Первый вариант – ВСУ двинутся на восток с севера, после чего повернут к югу, перерезая сухопутный коридор России. Этот вариант считается наиболее вероятным. Сценарий второй. Украинская армия пойдет сразу на юг, через Херсон, в сторону Крыма. Но здесь проблемы создает то, что Россия окопалась на востоке Днепра, а у Украины нет достаточного количества живой силы для проведения десантной операции. Как бы там ни было, а к наступлению готовятся обе стороны. ВСУ усиливают кулак бронетехникой и обученными по стандартам НАТО бойцами, а рашисты укрепляют захваченные территории и срочно проводят тайную мобилизацию, призывая новое мясо под ружье. Правительство Воронежской области стало первым, которое на региональном уровне подтвердило массовую раздачу повесток в военкомат. Позже список пополнился еще двумя регионами – Липецкой и Пензенской областями. Телеграм-канал правительства Липецкой области объяснил это оцифровкой базы данных военкоматов. Жители еще 4 регионов Белгородской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Кабардино-Балкарии также подтверждают массовую раздачу повесток. Правозащитники утверждают, что повестки раздают уже в 40 регионах. В Новосибирске студентам сообщения о повестках рассылают через личный кабинет на сайте вуза. В уведомлении говорится, что саму повестку под расписку студенты обязаны получить в течение 3 дней, а в случае неявки военкомат может обратиться в соответствующие органы внутренних дел. Таким образом, Путин с новой силой раскручивает мясорубку войны, ведь, как подтверждает его говорун Песков, поставленных целей можно достичь только военным путем. В Черном море сегодня наблюдается активность рашистской корабельной группировки. Здесь рассредоточено 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя. 28 ракет могут быть снаряжены для запуска. Также в море зафиксировали многие единицы вспомогательного флота России. Очень похоже, что корыта направлены на поиск обломков американского беспилотника, сбитого рашистами несколько дней назад. 3 чиновника в Пентагоне и сотрудник администрации Байдена подтвердили, что на текущий момент российские военные достигли района, где разбился беспилотник, и активно ищут его обломки при помощи кораблей и самолетов. Возможно, им уже удалось достать фрагменты беспилотника, обломки которого могут находиться на глубине 1 километра, примерно в 115 километрах к юго-западу от Крыма. В свою очередь, США предприняли все необходимые шаги для удаления программного обеспечения беспилотника, чтобы россияне не смогли получить никакой секретной информации, если им удастся поднять обломки аппарата, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
А Госдеп США отреагировал на кривляние главаря Кремля в отношении договора по ядерному оружию. Приостановка России в участии в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, о которых Путин объявил в послании Федеральному собранию, юридически некорректна. Москва не может освободить саму себя от исполнения ДНСВ из-за того, что США и их союзники дали решительный ответ на вторжение России в Украину. Это обстоятельство не имеет отношения к целям договора и возможности России участвовать в нем, пояснили в американском ведомстве. Комментируя темы грядущего наступления ВСУ, глава Пентагона Остин заявил, что терять время нельзя. На поле боя необходимо быстрее передать американскую бронетехнику и обеспечить украинских бойцов ускоренным обучением, а технику запчастями и техобслуживанием. Это был фрагмент программы «Обратный отсчет», которая выходит для наших патронов по понедельникам и четвергам. Она по хронометражу, кстати, почти в 3 раза больше того фрагмента, который я выкладываю на YouTube. Так что делайте выводы. Я снова призываю всех, кто может, подписываться на Patreon, потому что, правда, там есть что посмотреть и над чем задуматься. Платные подписки на эксклюзивный информационно-аналитический контент – это уже давно нормальная, принятая практика во всем мире. И только совкапитеки этого не понимают. Представляете, подходит конченый совок к газетному киоску и говорит: дайте мне газету. Ему дают бесплатную газету с объявлениями, с рекламой. А он говорит: нет, я вон тот журнал хочу. Ему говорят: без проблем, вот цена такая-то. А в ответ истерика. Да? Ах ты попрошайка! Ах ты попрошайка, ты у меня деньги вымогаешь, а ну иди работай. То, что это является продуктом большого труда, он это не понимает. И примерно такую же дичь несут мои хейтеры. Еще раз, для одаренных организмов, я повторяю, кто владеет информацией, тот владеет миром. Хотите знать предмет глубже, это стоит денег. Это стоит денег. Кстати, всего $5 в месяц, но это вообще ни о чем. Ни о чем. Я бы сказал, практически даром. Зато много дополнительного контента и видео, которые никогда не будут появляться в открытом доступе. А еще, конечно, это еще и геморрой для Кремля огромный. Потому что чем шире финансовая поддержка Сотник ТВ, тем меньше шансов убить канал как явление в независимой журналистике. Именно же этого добиваются мои недоброжелатели, администрация Путла и мои многочисленные хейтеры. Напоминаю, что вы смотрите итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайф и YouTube с ретрансляцией в Vimeo. Работают суперчаты в YouTube каналах и ресурс Кофе, куда вы прямо сейчас, ведь правда, присылаете свои реплики, комментарии и вопросы. Сегодня будет программа покороче. В Киеве 19 часов 23 минуты, мы в прямом эфире. И вдогонку к теме наступления ВСУ. По данным британской разведки, российские войска с января 2023 года снизили до минимума темп наступлений. В течение последней недели линия фронта проходила вдоль реки Бахмутка. ВСУ продолжают защищать западную часть города, и в разведке отмечают, что в целом по всей линии фронта фиксируется один из самых низких темпов наступления рашистов. Скорее всего, это связано с истощением боеспособности российских войск до такой степени, что даже локальные наступления неустойчивы в своих темпах. В Минобороны Британии считают, что российское руководство, вероятно, попытается восстановить свой потенциал после пополнения боеприпасами и личным составом. Конец сообщения. Да, недаром обострилась мобилизационная тема в пещере. Мясо нужно, мясо. А насчет пополнения боеприпасами очень большая надежда на Китай и товарищи Си. На этой неделе, как уже упоминалось в сюжете обратного отсчета, над Черным морем рашистами был сбит американский беспилотник, и пропагандисты уже несколько дней находятся в таком возбужденном состоянии, такие возбуждены, как порнопродюсеры. Что Симонян, что Соловьев буквально светятся счастьем от предчувствия большого столкновения с США и коллективным Западом вообще.
Ну, к примеру, в программе Соловьева вчера обсуждался возможный удар по Ирану со стороны Израиля и ответ России в связи с этим, что Россия ответит. Понятно, что Израиль, США и коллективный Запад никогда не допустят, они декларируют это, что никогда не допустят, чтобы Иран и его средневековые фундаменталисты-аятоллы стали обладателями смертоносного, самого страшного в мире ядерного оружия. Между тем, молитвами Путла и всей пещеры они уже в шаге от создания ядерной бомбы. И в связи с этим прожарка от Израиля становится практически неизбежной. И тут вмешивается Китай, как подстрекатель и союзник Ирана. Как я уже отмечал, в палате буйных политических прибыло. Товарищ Си на этой неделе заявил о возрождении китайской нации. Вот еще один с колена вставатель-подниматель отказался от успокоительных таблеток и возбудился. И на очередные 5 лет застолбил себе место непревзойденного гениального вождя и геостратега. И теперь в противовес Израилю на Ближнем Востоке в игру собирается вступить, да уже вступил Китай. И где-то между ног у этой пандочки машет своими ракетками криминальная путла-обезьяна. И верещит голосом Соловьева и его студийных пропагандистов, мартышек. Ни Америки не будет, ни Европы не будет, ничего не будет, а будет один всепобеждающий Ублюдистан. А мне нравится то, что мы взяли и уронили этот беспилотник. Да и вообще пожестче надо. Пожестче. Потому что ясно, что если ты проявляешь вежливость, а тебя вытирают ноги. Так что хочу напомнить фразу Владимира Владимировича Путина: если драка неизбежна, бей первым. Притом уже если бьешь, то бить надо наотмашь. Ну, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий. Вот просто никаких. Но нанесут американцы удар стратегическим ядерным оружием по территории Ирана, они нам руки развяжут полностью. Мы после этого можем вообще делать все любым оружием в любой точке мира. Дело в том, что правильно, после этого все преграды будут сняты. Это будет обозначение... Нет, просто все. Не будет никакого ограничения. Крупномасштабных боевых действий. Да? Потому что пострадают все и региональные страны, не только Иран, пострадают все арабские страны. Я думаю, отсюда и желание Саудовской Аравии... Будет уничтожена Украина, будет уничтожена Европа, будет уничтожена Великобритания. Ну, потому что нанесение американцами ядерного удара стратегическими силами по неядерной державе – это снятие всех табу. Но это на полном серьезе обсуждается. Почему? А потому что если можно, что другим нельзя? Они считают, что да. Да как нам брать, что они считают? Мы же будем носить удар. Они могут считать все, что угодно. Но пойти и сказать объяснение: не, мы можем взять и нанести стратегический удар ядерным оружием по Ирану, мы скажем: ну окей. До свидания, Англия, у которой гораздо больше шансов, потому что они-то ядерные державы. Украину вообще сносим, не существует больше. Мы можем, в принципе, после этого наносить любые удары, любым оружием, куда считаем нужным. Единственное вот ограничение, на которое намекает Дмитрий, это непосредственно по Америке, потому что они по нам не бьют. Это был фрагмент вчерашней вечерней программы Соловьева и его ядерных мартышек. Вдогонку к этой истерике новость о том, что Польша разместит реактивные системы залпового огня «Хаймарс» вблизи Калининграда у границ России. Об этом заявил на церемонии присяги солдат добровольной срочной службы территориальных сил обороны в Ольштине вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Ну, все верно. Все правильно, надо как-то защищаться от растущей угрозы этих шерстяноидов. Разумеется, тотчас замахнул портянкой непросыхающий генерал-депутат Андрей Гурулев. Цитирую: «Россия направит ракеты на Польшу в ответ на размещение американской артиллерии на границе с Калининградской областью». Пеплотряска продолжается. Как видите, пациенты пещерной клиники продолжают ползти в направлении ядерной войны. Опять же, моим хейтерам, которые вопят: «Сотник пугает ядеркой».
Я пугаю? Да вы что, я журналист. Я отмечаю упоротость животных скотобазы. Кстати, так сильно задел Мохнатиков мой прошлый стрим, пятничный. Они так на меня обиделись, так они осерчали, закидали меня жалобами, проклятиями. Напрасно, шерстяные туловища, напрасно. Я внимательно слежу за вашей пещерой, за ее отрицательной эволюцией. Невзирая на токсикоз, и да, отмечаю очередные вехи в вашем отползании на обочину цивилизации. К примеру, сегодня вот прочел интересную запись в одном околокремлевском канальчике про нового вашего растущего лидера, этого Пригожина, которому, скорее всего, конечно, подрежут крылышки, чтобы высоко не парил над сводами пещерки. Цитирую. «История принца воров подходит к концу. Принц воров. Подходит к концу. Если же он продолжит самостоятельно вести свою политическую игру и снимать ролики с критикой своих оппонентов, ЖП передвигается по тылам в сопровождении 2 съемочных групп. Он первым может попасть под действие только что принятого закона о запрете клеветы в отношении участников СВО, который сам Пригожин и лоббировал. Такой вот парадокс истории». Конец цитаты. Он может попасть просто под дружественный огонь хаймерсов. Вот и все. Вы просто обратите внимание на то, как именуют Пригожина. Принц воров. И типа Женя Пригожин сокращенно ЖП. ЖП. Понятно, на какие аллюзии, да? Намек. И уверяю, это неспроста. Потому что без пропаганды в пещере даже мышь не пропищит. Ну, приласкают его статьей о дискредитации. В принципе, туда ему и дорога. Уедет в Африку, где его, собственно, и достанут американцы. А армия Шойги в это время охотно дискредитирует саму себя. В Вольском военном училище тыла, не дослужив 100 дней до выпуска, курсанты 5-го курса устроили погром в казарме у первокурсников. Руководство от ротного, дежурного и до начальника училища было привлечено в итоге к дисциплинарной ответственности. Стоит вопрос об отчислении всего 5-го курса. Пускай Кракена. Сейчас все. Так, я телек не трогаю. Быстрее заходим! Телевизор, газетика, Кавасаки! Что стопы стоят еще? Она у меня против. Еще! 38-й! Какой? 38-й! Сколько дней? Шкафы что стоят еще? Шкафы!
Вот какое оно, будущее офицерье пещерной армии. Я всегда говорил, деградация не бывает фрагментарной, она только тотальна. Я вообще даже не понимаю, как их дискредитировать-то и зачем. Они сами себя так дискредитируют, как никакой враг не сумеет. И при этом еще надеются на какие-то там победы. Надежды дикари питают. Я говорю, пещера надежд. Но питательнее для них все-таки человечина. Ефрейтор из Тувы признан виновным в убийстве военнослужащего, напавшего на него в лагере для мобилизованных. Ефрейтор Дава Алай напился водки для храбрости и кобзонировал сослуживца с помощью ножа. Суд присудил мстителю 7 лет колонии. Так что не погромами едиными промышляет пещерная армия дикарей. Напоминаю, что вы смотрите итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайв и YouTube, стрит-трансляции в Vimeo. Работают суперчаты на YouTube-каналах и ресурс Кофи, куда вы можете присылать свои реплики, комментарии и вопросы. Еще раз говорю, сегодня эфир будет покороче, чем обычно, так что присылайте свои сообщения прямо сейчас. В Киеве 19:35, мы в прямом эфире. К другим новостям, США отправили в полет над Черным морем новый разведывательный дрон, несмотря на предупреждение России. Известно, что дрон вошел в международное воздушное пространство через Румынию, двигался с запада на восток и работал в международном воздушном пространстве юго-восточнее Крыма. Этот беспилотник значительно крупнее предыдущего, который потерпел, он фактически был сбит во вторник. Ждем повышения температуры в палате, в пропагандистском предбаннике, и истерического визга. Государственная почта Литвы прекратила отправку бандеролей и посылок в Россию. Исключение сделали только для писем и открыток. Вот, собственно, и все. Об этом сообщается на сайте компании. Занавес закрывается извне. Все. Как мы и говорили, постепенно, но неуклонно. Авиакомпании приготовились остановить полеты Суперджет 100 из-за дефицита американских свечей зажигания. И тут американцы гонят. Очень своевременно. Есть ведь риск разбиться о пещерную твердь. Вот русская птица-тройка, наше все, ваше все пещерное. Давно пора прильнуть к истокам и к корням. Запрягайте птицу-тройку. В России больше не будет проводиться международное исследование качества математического и естественно-научного образования в школе. Москва приостановила свое участие в международных исследованиях качества образования. Все верно, что образования в пещере нет. Кстати, любой россиянин, который утверждает, что вот у него есть образование, начинает рассуждать, вызывает у меня, если не гомерический хохот, то саркастическую усмешку. Запомните, россияне, ваше образование не соответствует международным стандартам. Нет. Считайте, что у вас нет образования. В Европе и других странах специальность вашу придется подтверждать. И, кстати, проще выучиться заново. Разумеется, при наличии языка. Следующая новость. В Европе у россиян перестали принимать карты, выпущенные в Казахстане и Армении. К примеру, фирмы по прокату автомобилей в Италии и Германии стали требовать подтверждения на право легально находиться в той стране, банк которой выдал эту карту. Ну что, хитрые задницы схематозничков начинает припекать? Вице-премьер Виктория Абрамченко, это смешно, курирующая нацпроект «Экология», обратилась к россиянам с призывом к более осознанному потреблению и отказу от покупки новой одежды каждый сезон. Еще джинсы. Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы, сказала Абрамченко. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать. Правильно. Вот это правильно. Полный одобрямс, скрепный одобрямс. Надо вообще только экологичные косоворотки и лапти оставить, а все остальное запретить к чертям собачьим. И не мыться. Вот мытье это зло. Чем дольше не моешься, тем лучше, чтобы запахом своим, запашинским таким скрепным духом врагов отгонять. Отрыгнул из пещеры, глядишь, оп, у латышей глаза заслезились.
Приятно же. Дыхнул перегаром, все, вся Варшава блюет. Кстати, в Калининградской области, в Гурьевске уже закрывают общественную баню. Мохнатики возмущаются, конечно, но что поделать? Теперь уже даже в баню не пошлешь. Значит, что, скрепно все, зимой будут снегом обтираться, а летом в лужах омовение совершать. Благо луж-то много. Вот это скрепно. Это я считаю по-нашему. Около 50 жителей Гурьевска столпились у здания местной администрации. Они требуют объяснений, почему закрыли единственную в городе общественную баню. Для большинства пришедших ее посещение было не просто хобби, как это часто бывает, а единственной возможностью по-человечески помыться. Я живу на Заречной в Гурьевске. У нас 4 пятиэтажки, в которых нет горячей воды уже 30 лет. Это необходимость. И где мыться, и как мыться. В некоторых старых домах города и прилегающих поселках и вовсе нет ванных комнат. С конца февраля для них соблюдение гигиены стало настоящим мучением. Как придется, как чуть-чуть в тазиках. Ну, у меня, например, удобств нет в доме, я живу. Как вот мыться? Холодно? Речь об этой бане в 2 шагах от здания администрации. На входе висит объявление, что с 20 февраля учреждение закрывается из-за аварийного состояния. В декабре прошлого года в мужском отделении произошел пожар. На время ремонта работала только женская, которая через день работала как мужское. В феврале, как объяснили людям местные власти, экспертиза признала здание аварийным и опасным для эксплуатации. Но взбунтовавшиеся жители Гурьевска не верят в то, что здание непригодно, и предполагают, что удобный кусок земли хотят пустить на другие цели. Столько лет живем в Гурьевске и пользовались баней. Вдруг она стала неугодна. Это ж ненормально. Согласитесь, теперь забрезжила надежда, что от грязных обитателей Гурьевска весь Запад, отцепится наконец и отшатнется. Потому что их нафиг, этих немытых волосатиков. Еще подцепишь от них какой-нибудь грибковый лишай, лечить замучаешься. Но теперь к главному сюжету нашей сегодняшней программы. Самая большая надежда у шерстяных и плешивых – это ласка от товарища Си, который вот-вот осчастливит дикарей своим светлым появлением. На него почти молятся в Кремле, полагая, что сейчас-то хозяин планеты номер 2 приедет и все разрулит. И оружие потечет рекой, и Украина прогнется, и Запад отступит. Словом, умирающий галлюцинирует в надежде на исцеление от смертельной болячки, которую сам же в себе и развил. Главный сюжет нашей программы смотрите прямо сейчас. Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен, брякнул Путин представителям фашистского бизнеса и почти сам поверил в эту ложь. В Кремле затаили дыхание, сделав ставку на визит товарища Си, который воспринимается как последняя надежда на спасение. Этот китайский спас должен наступить в период с 20 по 22 марта и принести утешение плешивой спецдуше. Задача Китая – извлечь для себя максимальную выгоду из затянувшейся войны. Безоговорочная победа Украины Китаю невыгодна, а в случае ее неизбежности хотелось бы поучаствовать в процессе в роли миротворца. Усиление позиций США и НАТО в Украине также тревожит китайских коммуняк. Слабая балалайня – это, конечно, хорошо, но сдохнуть эта криминальная обезьяна не должна. Пока она корчит страшные рожи Западу и держит его в напряжении, она полезная идиотка. А в самом Лаптистане ежедневно что-то горит и взрывается. Накануне ярко полыхало здание погрануправления ФСБ в Ростове, утащив в Кобзонарий аж 4 ФСБшников. Но это, конечно, ничто в сравнении с будничными потерями людоедни под Бахмутом, превысившими 30 тысяч организмов. При такой интенсивности прожарки военкоматы вновь включились в процесс мобилизации.
правда, в теневом режиме. Кремль не хочет бесить население и делает вид, что никакой мобилизации нет, засекречивая любое действие государственных структур. Кстати, мобилизационный ресурс не бесконечен. По данным Википедии, за Уралом проживает около 40 миллионов человек, но во время своего визита в Улан-Удэ Путин проболтался о том, что живых душ за Уралом на самом деле всего 12 миллионов. И ведь эта цифра похожа на правду. Если это так, то всю официальную статистику по населению надо делить минимум на 3. И получается, что в России проживает не 140 миллионов, а около 50. Причем с тенденцией к вымиранию. А это уже совсем другая картина пещерного процветания. Вообще, Путин на этой неделе наболтал на объемный цитатник для умственно отсталых. Оказывается, война дала толчок к развитию регионов, а на Западе истощились запасы репы. А поговорку про девочку-припевочку вообще пора вызубрить каждому пропагандисту, дабы соответствовали интеллектуальному уровню вождя. Кстати, Медведев вырвался на международный уровень терроризма, заказав ликвидацию итальянского министра обороны. Этот монструозный пупсеныш давно пытается пугать политиков Запада, а они выпучиваются, крутят пальцем у виска, но все никак не пугаются. Вот и США как-то обманчиво мягко отреагировали на сбитый беспилотник. Этот инцидент над Черным морем вполне мог стать казусом Белли, но в Вашингтоне решили дать пацанве шанс либо переосмыслить свою линию поведения, либо дерзнуть еще раз, и уже наверняка. И этим тотчас воспользовался ядерный Димончик, объевшись кашки-борзянки и отрыгнув в своей телеге. Американцы вконец оборзели, и церемониться с ними неправильно, особенно на фоне заявления американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия. Конец цитаты. То есть Медведев пригрозил убить американского сенатора, а Алкапупс пошел ва-банк, разгулявшись на последнее. Чувствуя приближение финала, который может совпасть с наступлением ВСУ, лаптеногое население включило режим тревоги. По данным Фонда «Общественное мнение», уровень тревожности россиян за неделю вырос с 47 до 49%, а уровень спокойствия, наоборот, упал с 48 до 45%. Липкий страх отражается даже на ботоксной морде, речи которой превратились в неконтролируемый поток пацанской подсознанки, выбалтывающий все тайное и засекреченное. Кстати, это характеризует и уровень спичрайтеров, которые работают уже на «отцепись». Похоже, никого уже не заботит репутация верховного главнокомандующего, а тот и рад бесконтрольно сыпать экспромтами, сливая самого себя в коллектор. Единственное чудо, на которое надеется и он, и все его окружение, это визит Си Цзиньпина. Но кремлевские ожидания могут быть сильно преувеличены. Товарищ Си, конечно, очень отморозился, но не до такой степени, чтобы прямо сейчас вступить в безумную конфронтацию с США. Он может потрепать путло за ботоксные щечки и даже предложить гарантии безопасности в случае бегства части братвы в Китай, но он не станет спонсировать бесконечную пролонгацию власти плешивца. На какое-то время да, и то в обмен на территории. А пока что Украина в преддверии наступления получает все, что ей для этого нужно. Президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни 4 МиГ-29 Украине. Правительство Словакии единодушно одобрило международное соглашение о дарении Украине МиГ-29 и систем ПВО. Пацаны в студии Соловьева уже вовсю кидаются ядерными ракетами, взрывая остатки мозгов скрипошарой аудитории, которая начинает подозревать, что лучшее событие в их жизни у них впереди. И ведь оно неотвратимо надвигается.
Это был главный сюжет нашей программы. Кстати, сегодня, после выдачи ордера на арест Путина, поступило еще одно подтверждение главного тезиса этого сюжета. Систему подталкивают к тому, чтобы она слила Путина, либо была уничтожена. Фактически сегодняшний акт Гааги – это такой завуалированный ультиматум международного сообщества всей пещере и ее тайным симпатизантам. И это будет иметь последствия уже в обозримом будущем. Как бы там ни сплевывала сквозь зубы сегодня пацанва, это все внешнее демонстративное поведение. Внутри там у них, я вас уверяю, все бурлит и шкварчит. Там все напряглись. Напоминаю, что вы смотрите итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайв в YouTube, с ретрансляцией в Vimeo. Работают суперчаты на YouTube-каналах и ресурс Кофе, куда вы прямо сейчас присылаете свои реплики, комментарии и вопросы в срочном режиме, да? Поскольку я перехожу к их зачитыванию. Итак, Андрей Овчаренко, большое спасибо вам, большое спасибо. Александр Чаплинский, отдельное спасибо за Андрея Гаврилова, как всегда, монтажерам $20. Спасибо большое, монтажерам все передадим. Андрею Гаврилову спасибо за внимание к нашим каналам и за готовность посвятить часть своей жизни. Там больше часа мы с ним беседовали в этот раз. Больше часа своей жизни посвятил общению со мной и опосредованно с вами, конечно. Нервенде Кульниева. Нервенде Кульниева, вот так, видимо, да. Как вы думаете, Александр Соловьев успеет вывести своего сына из Британии перед тем, как туда полетит ядерная бомба, ядерная ракета? Я не знаю. Но я все-таки надеюсь на то, у нас же пещера надежд, я все-таки надеюсь на то, что ядерная бомба никуда не полетит, ядерная ракета ни на какой Лондон. Ну, вообще, конечно же, я думаю, что нужно от этих вот детишек-то избавляться. Их нужно депортировать обратно в эту пещеру надежд. Пусть они там обрастают шерстью, скрепной шерстью вместе со своими родителями. Потому что яблочко от вишенки не упадет на 5 километров. Понимаете? Так... Гидиус Сматас Лабас Вакарас. Когда Россия будет иметь безвизовый режим с Европой? Никогда Россия не будет иметь безвизового режима с Европой. Россия вот в том виде, в котором она сейчас есть, не будет. Так, теперь дальше. Переходим к Кофе. Дима Сэм может собрать команду и сделать свой видеохостинг или использовать PeerTube, хостинг, который устанавливается как приложение на собственный компьютер. Если нужна будет помощь, обращайтесь, постараюсь помочь. Ну, мы сейчас ищем технические решения, мы сейчас в процессе поиска. Спасибо вам большое за предложение помощи, большое спасибо за то, что вы вообще предлагаете какие-то свои, предъявляете свое видение, как выйти из этой ситуации, свои сценарии. Эндрю Шарптоп. Здравствуйте, Александр. В своих репортажах вы нередко цитируете Гиркина, а насколько вы доверяете его оппозиционному, в кавычках, мнению? Ведь когда других живущих в РФ винтят за посты в соцсетях, Гиркин со своим мнением живет спокойно. Ну, естественно, он живет спокойно, потому что он часть этой системы, и он одна из какашек в этом коллекторе, простите, в этих сточных водах коллектора. Ну, да, он просто, как говорится, вливается в этот коллектор из другой канализации. А так вообще, в принципе... Ну, там все это неоднородно. Мы же понимаем прекрасно, что Гиркин, если он на свободе, значит, нужно системе, чтобы он сейчас был на свободе. Если нужно будет системе посадить, он сядет. Ну, это все так
Я не просто так ведь цитирую Гиркина, я таким образом замеряю температуру по палате. Это взгляд изнутри. Он выступает как инсайдер со своими тараканами, со своими взглядами, со своим русскомирным зигованием. Ну, это необходимо. Я на него смотрю как на такое вот животное. Я тоже изучаю, прислушиваюсь, что ж ты там несешь-то, Гиркин. Потому что это тоже своеобразный инсайт. И недооценивать не надо. Нужно рассматривать картину объемно. И тогда мы будем знать больше. Они все равно, так или иначе, то с одной стороны проболтаются, то с другой стороны проболтаются. А это помогает понять природу дальнейших событий. Так, собственно, это, по-моему, все. У вас больше нет ко мне никаких вопросов. Так, да, больше я не вижу. Сейчас я еще раз посмотрю. Да, я прям вот больше и не вижу. Ну и замечательно. Что ж тут скажешь? 19 часов 55 минут в Киеве. Ну что, собственно, вот он час-то практически и пролетел. На следующей неделе я буду подводить еще и собственные итоги своей жизни. Во вторник, 21 марта, мне исполнится аж 55. 5 лет назад я встретил свой юбилей, помню, в полиции Каунаса, где я подавал на национальную визу D, она тогда была необходима для меня. Ну и, разумеется, никаких банкетов и празднований я не планировал тогда и не планирую в этот раз. Невелика птица, да и скромнее надо быть. Но если вдруг кто-то захочет мне сделать подарок на такой своеобразный юбилей, я, конечно, буду признателен. Но это только во вторник, 21 числа. Заранее, как известно, не поздравляют. Постфактум можно. Ну и на этом почти все. Мне осталось только призвать вас подписываться на меня на всех ресурсах, которые есть в описании. Не забывайте присылать донаты. Если хотите, как патроны, получать по рассылке все наши материалы. Только не забудьте, конечно, сообщить о том, что вы отправили донат на почту prsotnik.tv@gmail.com. И мы сразу же включим вас в рассылку наших видео. Ну, а завершит программу совсем маленький ролик с путломолитвой, которая в свете сегодняшнего Гаагского ордера на арест плешивца смотрится уже как соучастие в большом преступлении, да. Кстати, ордер на арест Путина был выдан по прокурорскому запросу, поступившему еще 22 февраля. Но суд почти месяц сдержал его в тайне, чтобы обеспечить безопасность расследования. Знаете, когда я предупреждал, что достаточно скоро Путина объявят в розыск и начнут на него охоту, в мою сторону, как всегда, отмахивались. Ну, сгущаешь, Сотник сгущает, как обычно. И вот она, поздравляю, новая реальность. То, о чем я говорил. Для меня ничего неожиданного и как раз логично. Просто мало кому верилось, что такое вообще возможно. Ну а почему нет, если Путин реально преступник? Почему нет? И как бы ни извивались, как бы ни плевались ядом сегодня в крысятнике, крысоловка для путла захлопнулась. И это начало конца его режима. Представляете, сколько людей сегодня обрели надежду на торжество правосудия? Сколько системных зашевелится сейчас в ближайшее время. Вы это увидите, я вам предрекаю. Сейчас система оживится и порозовеет. С другой стороны, вы увидите, как зашевелятся навальнисты, как активизируется ФСБ, как активизируются те силы, которые стоят за так называемыми хорошими русскими. Я тоже со своей стороны надеюсь. Я надеюсь, что расплата так или иначе настигнет всех, кто повинен в этой преступной войне. Всех, кто поддерживал, кто светился этой буковкой литерой Z, зиговал и спонсировал в любом виде. Ну, как Шендерович спонсировал этого Пригожина, он же его спонсировал. Он же через своих подписчиков собрал, сколько он там, 1 миллион собрал, он спонсировал террористическую армию.
Я надеюсь, что их всех настигнет в том или ином виде ответственность. Это не обязательно Гаагский трибунал, а именно расплата по бесстрастным счетам Ее Величества истории. И на этом на сегодня все. Всех обнял, путло придушил. Слава Украине! Бегут от лица его ненавидящие его. Яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица объятых, это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем. И веселье глаголющих, радуйся, о причастный, животворящий кресте Господень. Помогай мне со святой госпожой. Девой Богородицы, со всеми святыми. Аминь, аминь, аминь.